Здесь проходили какие-то французские войска и были установлены главные батареи, защитные батареи какие-то, орудия. Кстати, там валы остались до сих пор. Сделаны валы были, насыпи большие. Вот. И там стояли батареи. Это в какое время было? 812? Это в 812, наверное. 812 это надо Гарматно уточнять. Он больше поднял все эти архивы. И вот так и остались. А потом уже, когда это начали продавать хутора, заселять эту самую, ну как назвать эту деревню? Ну раз тут батареи стояли, давай батареи назовем. Ну так что-то я не досконально могу выразить понятие. Вот. Но я-то слышал такое, что стояли французские батареи. Здесь непроходимые болота были. Там дальше были непроходимые болота. Здесь весной зальет все. А там было, вот где кусты малые, там был топ. Там такие страшные болота было, что мог бы утопиться. Трясины были. Здесь все изменилось, а природа изменилась. В общем, полностью ушла. Птицы не стало, тихо стало. А тут было птицы дикой всякой. Короче, интересно было в те времена. Здесь характерно, что дома все строились с нового дерева. Дерево, независимо, что мы в лесу жили, была проблема дерева, потому что природоохранная, так сказать, власти охраняли лес. Лес был государственный, потом стал колхозный, потом опять государственный. И каждое эти ведомства все не давал рубить, и все это было довольно строго. Мама моя покойно 2 часа за сутки спала, отец тоже. Чтобы 6 детей одеть, прокормить, это что надо делать? Надо не спать. Значит, лен мы сеяли, в лесу сеяли лен, его надо вырастить, стрепать, почистить, подготовить, а потом соткать и сшить штаны. Мама ткала, да? Да. Все, что природа давала, мы только брали и от природы. Мы же в магазинах ничего не брали. И тогда и магазинов не было. То купить что-то. Если мама купит там 2 метра какого-то ситца, надо девочкам платье шить. Кончается рабочий день. Люди каким-то методом находили возможности собираться и пели песни. Там хороший хор поет, там поют песни. Это вам не представьте, как все было весело. Пели люди усталые, придя с работы, пели песни. А вы это помните? Да, я радовался. Там одна девчонка пасла коров, а эхо в лесу раздается, как она пела красиво. Она, частушки, народные какие-то песни пела. Это было деревня не замирала. Она каким-то методом сама себе поднимала духовно. Поднимала духовно каким-то методом, понимаете. Вот. Хоть усталые, и работа есть, а пели песни много. Мы еще хотели рассказать, какие вы делаете штуки. Ну я ремесленник. Работаем только ножом, топором и рубанком. В лесу у нас много орешника. Дальше. Ручка, яблоня или груша, материал сушу я. Сложной мастерской ничего нету. Отцовский дом, отцовский стол обычный. Рубанок, топор отцовский. Как он его берег? Шуфлятки, все это. Это ж сколько ему лет? Ну, сколько лет? С 24-го года. Все это кузнечная работа. Это делались, кузнецы делали вот эти ножи. А это все батько сам. Я работаю с 89-го года, у меня по всей Европе они есть. Тросочка никогда не будет похожа одна на одну. В прошлом году у меня одна пошла в Ирак, в Японию, все, остальные по России, по Украине. Я каждый год делаю по 60 штук, и их реализовываю. І жили, і по 2 корови держали, і тьолки, і бички, і свині, і поросята, все було.
Робили, а ночі треба було постирати, тож 3 дітей, в школу відправити утром. Ліг, вон, де ще ноги не заложив, вже спиш. Дерев'яна постройка була. А потім большого з блоку построїли, хороший магазин був. Все, як людей не стало, продали там, розібрали його, зараз там тільки місто залишилося, напроти остановки автобусної. Були в нас жінки, які і в Брест їздили, і кругом їздили, такі концерти строїли. Мені не було коли ходити на репетиції і все. Туди концерти привозили, туди і все. І справляли День пожилих людей. То Междулески приїжджали, робили концерти. І «Сладкий стол» председатель робив. Зараз вже нічого немає. Ні, зараз вже ні. Вже нема кому, ніхто ж не ходить. І я туди не йду. Вже мені не хочеться просити, щоб мене везли туди. Там і врач кожну неділю, а не то через 2 приїжджав з Междулесся. У нас врач общої практики. Вона вже на пенсії, лише робить. Муж недавно вмер від коронавірусу. У врача, так? Він теж був врач, фельдшер. Може, вже 2 місяці, може, є, як умер. Такий хороший був. Взагалі жалко. Каже, не віриться, що його нема. Тут много хуторів було, много людей було. Остались ми одні. Нас там, та, що бригадіром була, то на 2 роки за мене молодша. А я сама молодша в батареї. Всі старіші. Да, раніше було много. Тут же ферма велика була. Тут були телята такі, тьолки. Були знов на откорм бички, було много. Така вже крупнорогате устроєно було. І такий майдан їм був, загородь. Взагалі класно було. І корови доїли тут. Все устроєно було. А потім все розкидалось і все. Вишиваю зимою, то веселий день проходить. Да? Вишивок немного, але не всі вдома. А я туди саджусь, вишиваю, і я все забуваю, і все. Воно, що мені вже не дає сидіти. Тут в боку вельми болить. Чуть посиділа, треба йти ложитись, потім знов. А я люблю вишивати. Во. Очень красиво. Як там в Суділовичах є жінки, то вони, каже, літом свободне, там їсти варці, я прийшла і вишиваю. Мені нема коли літом вишивати, а вони вишивають. Ще колись вишивати, такі дорожки, тут скатерті, теж вже нитки пооблазить. Тепер муліне не облазить, тут теж скатерть. Це теж ще дівчиною вишивала. Рисуночки у мене, я вже як тут, то знімали один від одного, хто-небудь нарисує. Я й сама рисувала узори. Вже нема того, що було. А вже класно було. Молоді, здорові, веселі всі. В кого там син, або дочка, або внучка родиться, все, вже збираються, несуть сумки. Свято. І то де-то вже на полі несеш, і на полі там. Прямо на полі? Да. Ілі поліш, ілі вбираєш, ілі що там робиш на полі. Несеш туди сумки, і там на 2-3 велосипеди. І закуску, і водку, і вино, і все. І кожен один. А туди вже пісні, пляски. Ой, взагалі. Зараз ж нема такого.